по весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом, не могу на него наглядеться. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся и на бой уходил, и с победой сюда вернулся. Где б ни жить под луной, по каким бы краям ни скитаться, мне с родной стороной словно с песнею не расстаться. Мне с родной стороной словно с песнею не расстаться. Не забыть нипочем это небо в задумчивых звездах, старый дом за углом и заветный тот перекресток. Старый дом за углом и заветный тот перекресток. Уважаемые телезрители, в рамках продолжения общественной кампании в поддержку увековечения памяти жертв политических репрессий в Саранске мы сейчас услышим экскурсию по перекрестку улиц Московской и Республиканской, на котором сосредоточено много интересных и таких редко сохранившихся исторических зданий. Экскурсию проведет заслуженный работник культуры Республики Мордовия, лауреат Государственной премии Республики Мордовия, лауреат премии имени Эрзя, научный сотрудник Музея мордовской народной культуры Маргарита Ивановна Сурина. Маргарита Ивановна, вот здесь мы видим один из двух памятников 18 века, а сзади еще и Пугачевская палатка 18 века. Вот расскажите, пожалуйста, несколько слов. Ну, наш город, можно сказать, уже без памяти, город без прошлого, потому что слишком мало осталось в нашем городе памятников архитектуры, тех строений, которые бы напоминали об истории Саранска, об истории нашего провинциального города. Как известно, Саранск был уездным городом Пензенской губернии, жило в нем 14 тысяч человек на начало 20 века. И, естественно, в основном все строения были деревянные, и каменных строений было очень мало. И они многие снесены, но какие-то из них остались. И вот, кстати, от Старого Саранска остался этот перекресток, на котором прошлое и настоящие соединились как бы в одно. И в частности, одно из самых старых сооружений на этом перекрестке улицы Республиканской и Московской, это Трехсвятская церковь, памятник архитектуры XVIII века. Ну, естественно, когда-то это был храм трех святителей, один из красивых
центральных таких храмов Мордовии. И улица, на которой находится он, сейчас она называется Московской, а в прошлом это была Трехсвятская улица, которая была застроена в основном деревянными домами. Но дома были добротные, красивые, украшенные резьбой. И здесь жила интеллигенция города. Но помимо вот этого, здесь потом на здании Трехсвятской церкви был, к сожалению, организован краеведческий музей. Ну, к сожалению, в чем дело? Дело в том, что краеведческому музею было очень тесно в этом сооружении, и Трехсвятскую церковь существенно перестроили для нужд музея. Были сделаны еще пределы всевозможные, второй этаж сделан был, так, чтобы фонды краеведческого музея могли экспозицию, могли как-то существовать и быть показаны зрителям. Но, с другой стороны, наверное, это уберегло этот исторический памятник вообще от разрушения, потому что во многих наших храмах, Покровской церкви, например, которая стала на коммунистической, потом существовала баня. В церкви Рождественской был хлебозавод на улице, на проспекте Ленина. И улица называлась Рождественская, а потом и вообще снесли стены. Свято-Предтеченская церковь, она тоже была, в ней был хлебозавод, но, слава богу, сейчас там располагается уже и духовное училище, и церковь отделали. Протезная мастерская была в церкви на Покровской. Троицкая? Троицкая? В Троицкой церкви. То есть вот все. А многие так и вообще были снесены, как, например, Спасский собор. Поэтому вот Трехсвятская церковь, Богословская, Никольская на Посопе, они, в общем-то, сохранили свой, более-менее первозданный вид. Ну, здесь, на этом перекрестке, вот как раз и пересекаются времена. Вот сейчас вот я стою около памятника прудоотрядовцам. Этот памятник был поставлен в 80-е годы. До этого дело в том, что посвящен он погибшим красноармейцам прудоотряда под руководством Анны Лус, революционерки, которые были убиты зверски в селе Лада. И потом уже в 50-е годы захоронение этих прудоотрядовцев было перенесено из села Лады уже сюда, в Саранск, и был построен такой вот обелиск в виде пирамиды и надгробная плита. Был такой очень уютный сквер, но уже в 80-е годы убран был этот обелиск, надгробная плита, и поставлен более интересный, более солидный памятник. Здесь мы видим вот как раз прудоотрядовцев, тоже стелла такая, около которой стоят две фигуры прудоотрядовцев на высоком постаменте. И памятник, и автор этого памятника уже московский скульптор Гликман. Ну вот, а дальше опять история. И дальше вот одна из старейших школ города, школа номер 9, здание ее. Школа, которая построена была в 1937 году, но долго как школа не существовала, не удалось ей побыть, потому что началась Великая Отечественная война. Саранск наш, поскольку он находился в прифронтовой такой, в тылу, но в прифронтовой полосе, сюда привозили раненых бойцов. Вообще все маломальски такие большие сооружения города, школы, гостиница, дом издательства, дом печати. Вот они все это имели 2-3 этажа.
они все были приспособлены под госпиталя. Так вот, в 12-й школе номер 12 был госпиталь, там большое, хорошее здание. Тоже снесли. Гостиница Саранск. То есть везде были госпиталя, где лежали раненые бойцы. Ну и те, кто умирал в этом госпитале, их хоронили на городском кладбище. И там, мы знаем, и до сих пор есть мемориал, есть плиты с именами вот тех погибших от ран в Саранске. Ну а школа номер 9, одна из лучших, интересных школ города, крупных, старых, она существует до сих пор, она хорошо отремонтирована и, в общем, является вот таким памятником архитектуры. Кстати, это типовой проект. Вот по такому проекту была школа номер 12 построена, 9 и в других городах. Советского я, Союза, была да? в гости, в Вологде, и тоже увидела вот это здание типовое, такое же, как у нас в Саранске. Ну, школа номер 9, она вот, в ней учились все, кто жили вот в этом районе, в районе улицы Московской, Республиканской, Мордовской, дальше там Ворошилова. Те, кто дети военных, которые служили и жили на военной базе, это все были ученики, учащиеся школы номер 9. Это было одно из больших вот таких многоэтажных зданий прошлого деревянного Саранска. А вокруг нее располагались деревянные дома, которые, к сожалению, уже сейчас снесены. И вот буквально тут осталось вот на Московской улице небольшой квартальчик деревянных домов, которые тоже ждут своей участи и также будут снесены, и как и другие. Ну, а, кстати, тут интересно жили люди в этих домах. Например, на углу, вот сейчас покрашенный в голубой дом, жила семья Прилатовых. Ну, уже фамилия говорит о том, что это была семья, причастная к духовному званию. И, я-то уже застала и помню Нину Константиновну Прилатову, дочь, вот она была дочерью священника, необыкновенно образованная женщина, она преподавала музыку, она была учитель химии, но кроме этого, того, что она была учителем химии, она преподавала музыку и была и в детских садах, и долгое время работала в детской музыкальной школе номер 1. Ее старшая дочь Юля, она тоже преподавала музыку, была прекрасным педагогом. А рядом тоже дом Ситниковых, тоже была необычайно образованная музыкальная семья. Здесь жило несколько сестер Ситниковых. И вот эти дочери, они все получили хорошее образование. Анна Яковлевна преподавала рисование в школе номер 9, а сестра ее, старшая Тамара Яковлевна, та вообще замечательный человек. Недавно ей музыкальное училище отмечали 90-летие. Анна Яковлевна была певицей, она пела в нашем музыкальном театре, а потом обладала чудесным сопраном, а потом много лет преподавала вокал в Саранском музыкальном училище. Очень яркая актриса, всегда в шляпах, в каких-то кружевных перчатках. Она шла когда по городу и, конечно, привлекала к себе внимание горожан. Ну, а от этой семьи дальше дочь Анны Яковлевны, Нина Михайловна Ситникова, заслуженный работник культуры, музыковед. Она пишет критические статьи, она автор многих книг о музыке, о музыкальной культуре Мордовии, до сих пор преподает в Саранском музыкальном училище. И, конечно, в этом доме теперь живут уже другие владельцы, живут, их там много чувствуется, и, возможно, живут и ждут, когда этот дом их расселят в новые современные квартиры, а дом будет снесен. Дальше вот стоит архив, это уже
постройки 70-х годов корпуса Республиканского и партийного архива, а дальше там еще до сих пор там жили семья Будеевых, такие интеллигенция саранская, Родушкина была, учителя и так далее. То есть вот этот квартал, уже чужие люди, уже незнакомые нам, уже не помнящие самого старого Саранска, живут здесь, и то есть доживаются эти дома последние буквально, не мгновение, но месяц, может, в течение года все это будет снесено. Очень жаль, конечно, да. На другой стороне тоже жила семья Веретенниковых, Карташовых. В частных домах, Это да? были, да, частные дома, адвокат Гусев был. Но все вот они, их уже нету, многие из них уехали в другие города. И уже памяти об этих людях абсолютно уже не сохранилось, мало кто помнит. Но надо сказать, на этой улице Трехсвятской, ныне Московской, не только существовали вот деревянные дома, они и с другой стороны, вот Краеведческого музея, там жили семья Левитовых, учителей потомственных была. Но и уже тут никого. Кстати, около парка, первый дом от парка был дом, где, в общем-то, жили и Макаровы когда-то, семья художника Макаровых. И рядом был деревянный дом, красивый, с мезонином, вот таким, необыкновенной архитектурой. И очень жаль, что такого это строение не сохранилось и уже снесено. Но помимо деревянных домов, здесь мы видим еще и одно каменное сооружение. Маргарита Ивановна, заинтригуем наших зрителей, тем более, что пока шумная территория. Пойдемте обойдем это каменное здание, и я расскажу кое-что, что я в 9 школе учился, 9 классов, училась. и вы тоже учились. Да. Вы в каких годах там учились? Я кончила в 68-м году. В 66-м ты еще не родился. С первого класса? Да, я еще несколько раз не родился. Да. С первого класса учились там? С первого класса? Нет, я училась в начале, школа была женская, номер 1. Она в войну, 9-я школа, находилась в этой школе. Вот. Потом она какое-то время была женской, потом, поскольку моя мама там работала, и хоть я и жила далеко от этой школы, меня туда отдали, и я проучилась там 3 класса. У меня была учительница, она была кавалер ордена Ленина, Агриппина Зотовна Диалектова. А жила она вот там, где я сейчас работаю, музей мордовской культуры, просто совершенно рядом, улица Советская, 13. И как-то недавно в музей пришел мужчина и говорит: знаете, что тут было? Знаете, что тут рядом было? Тут был деревянный дом, тут жила женщина. И они говорят: Агриппина Зотовна Диалектова. Да вы ее откуда знаете? Это моя первая учительница. Ну, а потом я уже училась в школе номер 9. И были замечательные у нас учителя. И один учитель, Иван Иванович Личинкин, он проработал, у него была одна запись в трудовой книжке. Придя с войны, он пришел в школу и преподавал, вот учитель, работал учителем математики, 50 там лет в этой школе, у него была всего одна запись трудовой книги. Мало того, вот тогда люди были настолько интеллигентны, настолько они много знали, обладали очень многими талантами. Так Иван Иванович не просто был учителем математики, он еще прекрасно играл на мандолине, это что на такое? домре, и он в школе он вел оркестр народных инструментов. И все ученики, кто у него учились, а хотели получать пятерки, они ходили в этот оркестр народных инструментов, которым руководил Иван Иванович. И, конечно, этот оркестр гремел на весь город, на всех художественных олимпиадах. Ну, это все о школе. Маргарита Ивановна, и еще после войны мой дедушка лечился в этом госпитале тоже. Ну, вот, То есть еще несколько лет после войны там он выполнял функции госпиталя, не сразу, снова вернулся к педагогической замечательно. профилю. А ему как было фамилия? Синякшев.
как? Синякшев. Вот. Ну и вот, к сожалению, вот мы сейчас идем вдоль такого забора, Да, вот, довольно-таки неприступного глухого, крепости. В него ничего сквозь него практически почти нельзя было увидеть. А когда-то, вот 50-е, 60-е годы, здесь был такой легкий забор, легкая решетка металлическая между каменными столбами. И все можно было видеть через этот забор. И мы всегда, когда я ходила здесь, вот, а потом уже в университет училась, и так мимо по этой улице, я всегда любовалась вот этим зданием. Мне было интересно, что же это за такое, потому что постройка это необычное, непростое общественное здание, а явно постройка такого усадебного типа. Ну и уже позже я узнала, что это была усадьба Кубанцевых. Вот. А семья Кубанцевых в Саранске – это дворянская семья, не так-то много. У нас было дворянских семей, но среди них были люди, которые занимались и торговлей, и купечеством. И вот это вот большая такая богатая усадьба городская, городского типа. Но у Кубанцева было еще несколько домов. Кстати, вот там, где сейчас находится колледж одаренных детей, существовал почти рядом с Краеведческим музеем, стоял длинный-длинный деревянный дом с огромным таким парадным крыльцом. Вот. И это тоже был один из домов кубанцев. Дом еще был на угол Первомайской и Красноармейской, дом Кубанцевых. Он был тоже длинный, деревянный, с большими окнами. Потом эти дома все после революции раздали на так называемые жактовские квартиры. И там люди жили уже, их было очень много. И, в общем, это было такое муравейник. Ну, а это усадьба, то, что это усадьба, да усадьба богатых людей, на это указывает то, что рядом есть еще и каменная пристройка длинная, довольно-таки снаружи красивая. Это была людская, то есть тут жила прислуга, тут были все вспомогательные службы. И вот усадьба, вот сейчас это здание очень сильно... Давайте перестроено, убран вот этот вот красивый очень балкон, парадный вход, убран балкон чугунной решеткой, обрамленный, да, здание выкрашено, вот так сказать, под военную какую-то тематику, с красным. Вот. Но кое-какие вот лепные украшения до сих пор, вот эти вот круговые такие, типа медальоны, вставки, они остались. Ну, очень жаль, потому что здание это было очень красивым, интересным. В Саранске у нас было таких мало, обнесено оно было решеткой, и перед зданием был посажен, еще был тогда акации вокруг по периметру, в центре был вот сад, яблочный, да? Яблочный. И росли под яблонями фиалки, цвели. И, конечно, это было очень красиво и впечатляюще. Марья Ивановна, попозже еще вернемся к этому зданию, с которым у вас ассоциируются приятные впечатления. А вот Трехсвятская церковь. Да. А знаете ли вы что-нибудь о захоронениях священнослужителей рядом с этой церковью? Ну, по традиции, обычно около каждого храма, за каждым храмом существовало такое кладбище небольшое, где хоронили священнослужителей, которые служили в этом храме. И вот я это долго не знала, но потом, когда училась в школе, однажды 1 сентября мы пришли в класс, и вот те, кто мальчишки живут рядом со школой, говорят: вы знаете, там проводят отопление, теплотрассу, и там много черепов и костей. Ну, мы, конечно, после уроков туда побежали, бегали по этим траншеям теплотрассы, и действительно там валялись и черепа, и кости. И я, поскольку девочка была пытливая и хулиганская, вспомнила о том, как
уличные мальчишки рассказывали, как они из тыквы вырезали череп, делали отверстие, вставляли туда фонарик или свечку и пугали соседей, вставляя в окна это вот такое чудище. Я подумала, а лучше принести череп. Я принесла на улицу череп, и тоже мы решили провести такой эксперимент, пугать соседей. Но поскольку меня вечером в 8 часов всегда загоняли домой уже спать, меня загнали, а мальчишки уличные, они уже начали забавляться и таскать этот череп по домам, и стучать в окна, и выставлять этот Ужас. череп значит, во все дома. Ну, в конце концов, их поймали, провели расследование и узнали, что этот череп принесла я, отличница, пионерка. Вот. И к маме я уже лежала спать, пришла целая депутация в дом, стали стучаться пожилые женщины, которые помнят еще и церковь, и ходили туда, и службы еще верующие такие, очень сильные старушки такие умоленные, и стали жаловаться маме на меня. Но к чести моей мамы, она никогда не старалась всегда поддержать мое реноме, как бы я там плохо не поступала, и это меня, конечно, направляло на истинный путь. Мама сказала, что вы, твоя балерина принесла на улицу череп, это такой грех, это такой ужас. Мама сказала, простите, этого быть не может, моя дочка, она отличница, она пионерка, она уже спит и ничего не знает. Закрыла дверь, сама зашла и говорит, Ритка, это ты череп принесла? Я говорю, я, мама, она что ты наделала? Это такой ужас. И моя мама, завернув в газету этот череп, взяла и отнесла его обратно на то место, откуда я его взяла. Ну и вот таким образом я узнала, потом уже прочитала, что здесь было кладбище, что кладбище было не только вот у храма и вообще городские кладбища. Кстати, вот одно из них, которое находилось на Кировском рынке, там вот дальше Мордовская улица, это была последняя улица города, она называлась Плантской. А за Плантской улицей уже Плант находилось кладбище. И вот кладбище, по-видимому, было уже таких богатых людей, потому что там долгое время еще находились склепы, мраморные надгробия разбитые среди тополей. А тут уже был разбит рынок, керосинная лавка стояла, здание почты маленькое, кирпичное. И на месте кладбища построены были двухэтажные дома, в которых жили члены Союза писателей. Я знаю, у меня подруга была Таня Кишнякова, отец ее был писатель. Вот он жил, как раз они жили в этом доме. И другие писатели. Вот. Ну, это вот одно кладбище. Как оно называлось, я вот в литературе этого нигде не нашла. Вот. А напротив кладбища тут уже были военные казармы Виндавского полка. Казармы, вот стояли офицерский полк. И моя бабушка Александра Ивановна Ступина, по замужеству вольного, она работала в офицерском собрании экономкой. Вот. Ну, а помимо этого кладбища, вот еще известная, видите, участь многих кладбищ, она была, конечно, очень печальной, просто варварски обходились. Вот это кладбище разорили, и рынок там был сделан, дома писателей. Еще хуже участь была, еще какая-то более печальная участь Тихвинского кладбища, которое находилось в верхней части города, вот за 17-й школой, и там, где еще старый автовокзал. Душевые павильоны, то есть на месте этого кладбища вот тополя только указывают о том, что здесь было старое кладбище, вот эти огромные тополя. Так там был не только душевой павильон, там был устроен еще и медведь-резвитель. То есть вот так вот как-то обходились мы со своим прошлым. Но недавно, вот в начале 2000-х в прессе появились статьи
о том, что еще одно, ну не кладбище, можно сказать, братское кладбище находится у нас в пригороде Саранска. Это в районе Богоявленского родника, куда люди ходили вот за святой водой, там часовня, купальня. Оказывается, там тоже было, ну, не кладбище, скорее всего, это братское захоронение людей, погибших во время сталинских репрессий. Так что вот память, вот так вот мы распоряжаемся со своим прошлым. Порой вот необдуманно, может быть, очень как-то варварски обходимся вот теми местами, которые должны быть близки и дороги людям. Ну, во всяком случае, с уважением, с каким-то пиететом относиться мы должны к таким местам. Маргарита Ивановна, а как вы относитесь к тому, чтобы для того, чтобы дать историческую, моральную и государственную оценку тем политическим репрессиям, происходившим в советское время, увековечивать память этих жертв тем, чтобы создать мемориальный комплекс у Богоявленских родников? Ну, вы знаете, и благоустроить? Конечно, нужно, ну, не громким, может быть, словом, увековечить память, да, но во всяком случае мы должны об этом знать и помнить, чтобы это не повторилось, и знать, что история вещь жестокая. История – это огромная телега с огромными колесами, которая перемалывает всех, кто под нее попадает. И все-таки мы не должны быть Иванами, не помнящего родства. Мы должны знать историю своего города, знать свою историю своей страны, да, что не быть такими вот какими-то дикими людьми, чтобы знать, что у нас есть история, что наши, если разобраться, это наши предки, наши бабушки, наши дедушки. Когда начинаешь вот это раскручивать, боже мой, моя бабушка жила на 2-й Богословской улице, а мой дедушка вот купил дом в 905 году на Московской улице. То есть это все наше родное и близкое. И когда вот ничего такого не остается, это, конечно, очень грустно, плохо. И мы не можем своим детям рассказать вот о своем прошлом, чтобы они им гордились или осуждали, или стыдились. Я думаю, что все это каждый человек должен иметь за ним, потому что идет цепь событий, цепь людей. Вот. И после него тоже это будет продолжаться. Вот потому что на ошибках мы учимся то, что было дальше, и то, что будет потом. Маргарита Ивановна, ну там отличие вот этого места захоронений вот 7, получается, расстрельных ям у Богоявленских родников от других кладбищ застроенных, о которых вы рассказали, в том, что там еще не застроены эти места, и очертания этих захоронений, в каждом из которых там около 100 невинно расстрелянных людей, их можно сохранить и продолжать поддерживать их очертания вот в этом виде. Конечно, а дальше вести разговор о эксгумации, перезахоронении, определении личностей, вот создании архива. То есть можно еще восстановить, а другие кладбища уже восстановить нельзя, там уже стоят здания и разрушены полностью. Ну, вы знаете, я не знаю, насколько можно восстановить очертания, но хотя бы обелиск какой-то, да, доску, наверное, без сомнения можно это сделать. Тропинки, скамейки, да, списки. сделать вот такое мемориальное, такое место памятное. Виктор Борисович Махаев в интервью еще предложил вариант, что вот в городах, в которых чтят память репрессированных, есть такой инструмент, как таблички, памятные таблички на домах, из которых забирали людей, и они уже не возвращались. Но, конечно, Виктор Борисович мне рассказал, что в основном те, кого забирали органы власти для репрессий, они жили в частных домах. Эти частные дома уже в большинстве снесены. Да. А вот те дома еще, в которые сохранились, вот если использовать этот инструмент. А где их найти? Вы знаете, у Саранска, вот я говорю, это город без прошлого. У нас все, что было на улице Гражданской, сейчас проспект Ленина, Рождественской, на Московской,
на Советской. У нас нет, кроме дома Башкатова, врача, который находится вот в начале Советской улицы, вот почти там Перекрестки у с улицы железнодорожных Серовой. путей. Да, Ага. у нас практически уже ничего нет. И поэтому и здесь вот на этом перекрестке, на котором мы находимся, тут осталось совершенно очень мало вот таких домов. Поэтому в нашем случае вряд ли это все возможно. Ну, сделать, ну, возможно, это могло бы быть такое, но я думаю, что и достаточно будет вот такого хорошего мемориала, если там, может, небольшой музейчик при этом мемориальном попозже комплексе. поговорим. Да, А еще вот сделать, еще вот- с документами, с фотографиями. Сейчас вернемся. А еще вот у меня идея, как вы относитесь к тому, чтобы известно по дневникам Иллариона Сибиряка, который сидел во внутренней тюрьме НКВД в Саранске, я писал свои заключения и беседы с теми, кто находился с ним в камере, и кто рассказывал о том, как к ним относились. К нему в том числе в камеру попал строитель Дунаев, которому поручили переоборудовать, значит, на улице Льва Толстого современной, где снесен вот это историческое здание Федеральной службы безопасности. Там находилась внутренняя тюрьма, и там сзади которой находились купеческие подвалы, которые в 1937 году осенью Дунаева поручили ему переоборудовать под подвалы для осуществления расстрелов. И причем это он описывал за несколько дней до смерти, Дунаев, что именно вот вместе соединение с прокуратурой. И вот если это место, сейчас оно снесено, там будет строиться Верховный суд, новое здание, если в этом месте поставить памятник вот, или тем, кого расстреливали, или в целом репрессированным, чтобы показать вот это. Потому что когда осуществлялись расстрелы, вся округа слышала эти выстрелы. Включали грузовики на полную громкость, моторы, музыку, но все равно все, кто сидели в тюрьме, слышали. И крики перед избиением, и сами выстрелы. Вот если вот эту болезненную точку в форме памятника. Вы знаете, все можно сделать, все это в наших руках, все это, я не знаю, как власть отнесется, но все это вполне возможно сделать, чтобы люди знали о нашей истории и о ее хорошем, то, чем можно гордиться, и то, чего надо стыдиться, и не повторять этого. Главное, не повторять. Да, в этом ценность исторической науки. Мария Ивановна, вы работали с заместителем музея изобразительных искусств Эрзи. Сколько вы лет работали? Ну, я работаю ответственном? заместителем директора музея Эрзи. Да, заместителем директора. С 21 декабря 1973 года. Музея тогда, собственно, не было. Это была маленькая картинная галерея, где было 20-30 сотрудников, где было 4000 экспонатов, где было всего 2 здания. Одно вот там, где книжный мир, это была выставка произведений Эрзи, а второе — картинная галерея имени Сычкова. И картинная галерея так и называлась. Это на Советской, где сейчас выставочный зал. Ну и при мне, собственно, при моем участии строилось вот новое здание, потом к нему делался пристрой, увеличились фонды, и уже когда я перешла на работу в Музей Мордовской народной культуры, это было в 2006 году, 1 апреля, то музей уже насчитывал 15 тысяч экспонатов. И в музее уже по штату было около 100 человек, было 2 филиала. Короче, все было на моих глазах, ну, при моем участии. Поэтому, конечно, мне все это близко, дорого и знакомо. Мария Ивановна, а вот что вы знаете о том, как относились к Эрзи во власти? И я вот знаю как раз тоже из воспоминаний Сибиряка и других описаний, что некоторых в 30-х годах в том числе арестовывали и наказывали за связь с Эрзи, как бы связь с иностранными разведками. И, соответственно, если бы Эрзи был в эти годы на территории Советского Союза в Саранске, то к нему отнеслись бы так же, как к тех, кого обвиняли за связь с ним, наверное. Ну, вы знаете, вот об Эрзи, как его из Мордовии, кто с ним связывался, этого вообще сведений таких нет. Вот. Но ведь юность Эрзи уже прошла в городе Алатырь.
И, возможно, с алаторской интеллигенцией там с ним как-то переписывал и поддерживал связь. Здесь, на территории Мордовии, уже таких людей, а в Саранске тем более не было. И этого я не могу сказать. Но я могу сказать, что Федот Васильевич Сычков, который жил в Кочелаеве, и буквально вот где-то до конца 30-х годов он поддерживал связь с Константином Вещиловым, своим однокашником по Академии художеств. Вещилов был женат на племяннице жены Эрзи. И он переписывался с Федотом Васильевичем. Федот Васильевич посылал туда картины свои, Вещилов их продавал и посылал Сычкову кисти, французские холсты, краски. Вот присылал ему продукты даже. И по письмам известно, что Федот Васильевич просит: Костя, пришли мне колбасы, пришли мне еще что-то. Тот говорит, это через таможню не пропускает. То есть, видите, Сычкова же не наказывали и не расстреливали. А что касается Эрзы, вот таких сведений нет, во всяком случае, я их не знаю. Ну, а когда Эрза вернулся в Россию, в Советский Союз, конечно, это было еще очень сложное время. Вот. И все, кто был ему мало-мальски к нему, имел какое-то касательство, все начали к нему ходить, являться, заявлять свои права на родство, потому что считали, что раз он приехал из Аргентины, наверняка он богатый, и рассчитывали, наверное, каким-то образом вокруг старого человека погреться около этого богатства. И объявляли себе и племянники. Действительно, у него были такие, но он был настолько на это смотрел, очень осторожен был, да, и ни с кем он особенно связываться, конечно, не хотел. Поэтому вот о таких, кто с ним имел связь, мы знаем. Это его ученица Юлия Кун, которая приезжала из Аргентины, здесь жила, уезжала. Ну, сейчас, по последним сведениям, считается, ну, есть такие сведения, что она была агентом НКВД и поддерживала связь с Эрзой. Вот таким образом, да. Ну, а что касается других жителей Саранска, жителей Мордовии, я думаю, что таких просто не было. Музей мордовской народной культуры находился в историческом здании. И вы 10 лет заведовали этим музеем. И я помню, лет 5 назад я брал у вас интервью, вы рассказывали, и сейчас вы во время беседы тоже упоминали, что очень мало исторических зданий каменных осталось у нас в Саранске. Деревянных уже не осталось. И даже совсем деревянных, вот кроме дома Башкатова, можно сказать, ничего нет. И если руководство республиканское и городское пойдет навстречу нашей увеличивающейся инициативной группе уважаемых людей и перепрофилирует какое-то историческое здание под музей памяти жертв политических репрессий, то какие у вас идеи, какие здания могли бы подходить под это? Например, здание на улице Льва Толстого сносится, здание исторические, но там еще одинокое здание прокуратуры осталось. Вот оно является историческим. И какие другие здания? Ну, вы знаете, я в этом направлении не думала, но как музейный работник, я считаю, что чем больше музеев в городе, тем лучше. Не надо большие строить музеи, пусть два у нас есть замечательных музеев, и третий музей боевой трудовой славы, а такие маленькие музеи, как музей Полежаева, наш музей, музей ведомственных организаций. И тем более они украшают музей, они делают город насыщенным, богатым памятью, богатым культурой. И все приезжающие ведь не бегут на рынок, не бегут в спортивные сооружения, а идут прежде всего знакомиться с музеем. И когда музеев очень много в городе, мне, например, очень нравится почин ульяновцев, где у них целая улица осталась, музей-аптека, музей-лавка, музей фотодела,
фотографии. Вот, ну, настолько это все, музей-гимназия, не только там комплекс мемориальный, посвященный Владимиру Ильичу Ленину, а вот такие маленькие музеи, рассказывающие о прошлом города, о его горожанах. Это, конечно, здорово. И я только за то, чтобы был еще один музей. Вот. Можно сделать, но какое здание? Вот прокуратура, здание это постройки 70-х годов, и поэтому архитектурной такой ценности он не несет и исторической ценности. Но, в принципе, для музея это здание подходит, и, в принципе, мог бы быть еще один музей. Я говорю, как музейный работник, ведь сейчас в Петербурге, в Москве есть музей воды, музей хлеба, музей огня. В Юсуповском дворце в Петербурге есть музей, посвященный убийству Распутина, да, там все это в лицах. И сколько народу, ну, я, например, против вот таких вот физиологических подробностей, рассказов со всяких ужасов. Но этот музей, увы, привлекает огромное число посетителей. Сейчас, после Мондиаля, вот мы заметно, как музейные сотрудники, увидели, как увеличилась посещаемость города туристами. И вот мы даже порой, я не могу взять выходной день, поскольку в субботу-воскресенье приезжает к нам сколько автобусов в город. И не все могут попасть вот в наш музей, не все могут попасть в краеведческий, и там дорогая плата. А если будет еще один какой-то музей и разные музеи, я считаю, что это только лучше. Горожанам, приезжим очень нравится нам наш город, нравится своей благоустроенностью, нравится своей чистотой. Но в один голос они говорят: у вас нет в вашем городе прошлого. Поэтому мы должны, задача наших музейщиков и вообще интеллигенции города, увековечивать это прошлое, каким бы трагическим, каким бы, может быть, нелицеприятным оно было. Не надо сносить здания, которые остались, надо их реставрировать. Не надо все это убирать, расчищать. Это красиво, это хорошо, но это выхолащивает душу из города. Вот, а она должна быть. Потому что к нам, когда приезжают и увидят этот музей и посетят музей, в котором увековечена память невинно наказанных людей, это вызовет у них не чувство как бы антипатии, а наоборот уважение к нашему народу, к нашим властям, к нашим всем уровням власти, что мы чтим память. Это, наоборот, это красота в этом, что красивая как бы душа народа, что мы... А память здания городской администрации, как вам? Сейчас происходит оптимизация, и в том числе она касается и государственных случаев. Если бы они, может быть, сконцентрировались в каких-то зданиях, и часть этого здания городской администрации, или, может быть, какие-то этаж, или все перепрофилировать, как Вы думаете? знаете, в свое время, когда началась перестройка, и тоже стало сокращаться количество чиновников и управленцев, а под ними я подразумеваю вот те члены партии, те райкомы и горкомы, Да, некоторые ведомства даже сократили, да, ВЛКСМ, КПСС, и очень много освобождалось тогда зданий. И стоял вопрос, что вот это здание, где сейчас находится наша мэрия, это бывшая учительская семинария, будет краеведческий музей. построенные во время Первой мировой войны. И, конечно, это было бы очень здорово, потому что центр города, вот такая мемориальная часть, это было самое место музея. Но почему-то то ли краеведческий музей, музейщики отказались, сочли, что там неудобно будет делать экспозицию, а то ли еще по каким-то причинам. Но музей там так и не был сделан. Музей в этом музее, ну, может быть, и к лучшему, потому что сейчас музей получил очень хорошее музейное здание. Да, а в здании мэрии, вы знаете, вот стоял вопрос в свое время, и бывший мэр города Ледяйкин Анатолий, забыл его отчество, Дмитриевич, он нас простит. Ледяйкин, нет, уважительно хочу о нем вспомнить, Анатолий Дмитриевич Ледяйкин
они говорили о том, чтобы в бывшем кинотеатре «Октябрь», который снесен был, сделать музей города. Напротив Дворца бракосочетания. Да, музей города. Вы знаете, вот Краеведческий музей не может всеобъемлять. У них огромные фонды. И, возможно, может быть музей города, где рассказать об образовании города, о первой библиотеке города, которая здесь возникла, о горожанах, которые здесь жили, об архитектуре города. Создать несколько музеев там его. Храмах. Музей города, куда бы и вошла ли, конечно, бы и материалы вот о тех репрессированных, и об эвакуационных госпиталях города, и все, что здесь было. Потому что Краеведческий музей, он республиканский. На фондов у него хватит на то, чтобы организовать вот такой замечательный музей. Город, его прошлое, его настоящее. И если вопрос встанет о том, что это здание будет освобождаться, я думаю, лучшему применению не может. Но это моё решение. Какие еще здания приходят нам в голову для приспособления под музейную функцию? Под музейную функцию вот этот деревянный дом Башкатовых, вот, его уже сейчас сильно обезобразили, но в свое время в нем тоже хотели сделать музей. Вот. Но владельцы прошлые, это были дочери врача Башкатова, они еще были живы, Виктория Николаевна, еще там 2 ее сестры. Они запросили, чтобы им дали 3 трехкомнатных квартиры. Город не нашел этих площадей, и они отказались. Тогда еще дом был, там была кое-какая обстановка городская. Сохранились эти двери двустворчатые. Сейчас я не была в нем, но тогда была. И смотрели на предмет музея. И тогда еще можно было сделать там хороший музей. Думаю, сейчас там уже или евроремонт сделан, или перестроено сильно. Внутри, конечно, да? будет требовать. Ну и потом вот эти деревянные дома, ведь их очень сложно, легче снести и построить, потому что наверняка он уже такой трухлявый и уже, может быть, и так и непригоден для музея. Хотя этот дом, конечно, очень интересный. Вот меня всегда вот удивляет, как в Пензе вот это вот сделали, и вот эти старые дома, их отреставрировали, и их вот так законсервировали. Вот целые улицы там, вот это старого Симбирска сделаны. А вот если мы снова повернемся к усадьбе Кубанцевых, и в том числе в интервью Сергей Борисович Бахмустов как бы с болью рассказывал, что это здание, по его мнению, тоже должно быть открыто горожанам, потому что оно огорожено, и для того, чтобы был доступ в него, и как раз для этой цели можно использовать ну, и это музей. здание, да. Я не знаю, как там внутри, но снаружи, конечно, если его вот привести в тот первозданный здание, несомненно, это музейное здание, оно всегда было музейным, ведь все музеи вот, в городских усадьбах, в особняках делались, и это здание тоже, ну, не знаю, как на это посмотрит наш военный комиссариат. Да, и Министерство обороны Российской Федерации. Но если бы это получилось, то вот этот забор был бы убран. Ну, здесь да. была бы пешеходная, или не пешеходная, или газонная территория, было бы пространство от Ну, он как раз хорошо церкви. поставлен в глубине. Есть садик, есть такая площадка для принятия туристов. Замечательное, конечно, здание, но не знаю. Это мечтать не вредно, это Да. мечты. Маргарита Ивановна, и здесь улицы, которые между нами и Пушкинским парком, который Липки раньше назывался, да, и там липовые были аллеи, он застраивается многоэтажными домами. И эти многоэтажные дома к нам приближаются, если между ними и перекрестком, который мы бы сохранили, был бы вот это здание усадьбы, снова приобрело бы вот историческую ценность, и доступ
и военные пошли бы навстречу и нашли бы более удобное для их тоже как бы важных функций место, то это было бы хорошо. Да? Ну, наверное, да. Нет, давит меня в свою сторону. Ну чего? Ну, чтобы закончить давить, мы посмотрим на Краеведческий музей, который теперь передан, он передан, конечно, в начале 90-х годов снова епархии. Давай поближе подойдем. Да, подойдем поближе. Да. И мне очень интересно, что епархия с ним сделает. Вернет ему первозданный вид или постарается... Вы имеете в виду снесет сделать вот эту первую часть, вот, да? Вот эти все крылья. И поставит вот. вместо него часовню. Нет, это же вот эти... Тут колокольня еще была. Это же вот правое вот и эти два левое этажа. крыло при входе. Вход-то был другой. Это все вот уже постройки последующих эпох. То есть это совсем по-другому храм-то выглядел. Он в форме креста был. Да, есть где-то 5 фотографий И мне этого очень места. Видно. интересно, она была маленькая гораздо. Мне просто очень интересно, будут они убирать вот эти вот пределы поздней достройки или оставят это и как-то будут в рамках церковного храма использовать в своих целях. Я просто думаю, Господи, дай мне счастье дожить до того времени, чтобы посмотреть, какой же здесь будет храм. Уважаемые телезрители, мы сегодня просмотрели и как бы поприсутствовали на экскурсии одного из лучших экскурсоводов Мордовии, заслуженного работника культуры Мордовии, лауреата Государственной премии Республики Мордовия, лауреата премии имени Эрзи, научного сотрудника Музея мордовской народной культуры, которая провела экскурсию по историческому перекрестку улиц Московской и Республиканской. Спасибо вам большое, Маргарита Ивановна. Да. Забудешь ты меня, засыпет листьями дороги, травой покроются пороги, придет нежданно тишина. Когда забудешь ты меня, я очень быстро постарею, и губ твоих я не согрею, не станет прежнего огня. Без слов, без слов, без слез, без слез, без слов, без слез и без тревог. На перекрестке двух дорог, ни в чем друг друга не виня, простимся мы на вечный срок. Когда забудешь ты меня, на перекрестке двух дорог не развести уже огня, простимся мы на вечный срок. Когда забудешь ты меня. Когда забудешь ты меня, влюбиться снова будет поздно. Дождем осыпятся все звезды, и станет ночь длиннее дня. И на краю чужой земли мне будет воздуха так мало, вдыхая пепел от любви, глаза закрою, я устала. Без слов, без слов, без слез, без слез, без слов, без
слез и без тревог. На перекрестке двух дорог, ни в чем друг друга не виня, простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже огня, простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже огня, простимся мы на вечный срок, когда забудешь